Смотрите в программе «10 лет минуло с момента аварийной посадки пассажирского самолета в Ижме. Борт выполнял рейс «Удачный Москва». Наши коллеги пообщались с пассажирами. Посещение детьми столичных детсадов по пятницам сократили для проведения дезинфекции помещений. Коллектив Сахатеатра с сегодняшнего дня начинает готовиться к 115-му театральному сезону. Продолжаем эфир нашего телеканала новостями к этому часу. Несколько человек пострадали в результате ДТП в Мирнинском районе Якутии. Бригада скорой помощи доставила их в районную больницу. 5 оказана экстренная медицинская помощь, 3 из них амбулаторная в условиях приемно-диагностического отделения. 2 госпитализировали после оказания первичной спецпомощи в палаты интенсивной терапии травматологического отделения, сообщили в региональном Минздраве. Состояние 2 пострадавших оценивается врачами как тяжелое. Они находятся под наблюдением медработников. Земля Сотникова. Так сейчас называется Ижминский аэропорт в республике Коми. В 2010-м на таежный аэродром приземлился самолет с отказавшей электроникой. На его борту были 81 человек, которые двигались по маршруту «Удачный Москва». Сергей Сотников много лет сберегал заброшенную северную бетонку, чтобы однажды она спасла авиалайнер и около сотни жизней. О чудесном спасении создано много фильмов, написано много статей, а сами пассажиры и по сей день вспоминают с волнением 7 сентября 2010 года. Ирина Балкова продолжит. 7 сентября 2010 года Людмила Голубых помнит, как сейчас. Даже авиабилет сохранила в память о своем чудесном спасении. В то время она готовилась стать мамой во 2-й раз. И 10-летний сынишка сейчас постоянно напоминает о тех событиях. Мальчика назвали в честь Евгения Новоселова, командира воздушного судна, которое совершило аварийную посадку в Ижме. В один момент я не смогла сесть в самолет. Просто не смогла. Зарегистрировалась и сдали билет. Не смогла. И все, я практически сейчас не летаю, только в отпуск. В полете у судна отключилось все электропитание. Чудом пилоты увидели в тайге бетонную полосу старого аэродрома. Правда, она была короче нужной на 700 метров. Выбора не было, самолет решили сажать. Ту-154 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и увяз в грунте. Дальше, как учили, экипаж открыл аварийные выходы и по надувным трапам вывел всех пассажиров. Кто-то пытался дозвониться до родных, кто-то благодарил пилотов. Но еще никто не знал, что этот случай войдет в мировую историю авиации. Ведь тогда никто из 81 человека, находящегося на борту, не пострадал. Вторвиниловые кабеля, и выход, вот даже вот отсюда выход у нас на старт. Ну, понятно. Людей эвакуировали, а «Ласточка» осталась. Так самолет прозвали сами пилоты. И лишь 24 марта 2011 года самолет своим ходом отправился из Ижмы в Ухту. Чтобы он смог взлететь, его отремонтировали, максимально облегчили. Взяли лишь необходимый запас топлива – 11 тонн. В кресле командира сидел заслуженный летчик, герой России Рубен Есаян. Сделав прощальный круг над поселком, самолет улетел. В 2018-м судно перегнали в Новосибирск, в Толмачевский музей гражданской авиации. Там ему и дали имя – Ижма. Пилотам было жаль расставаться с самолетом, спасшим десятки жизней. Признаются, рады, что он останется хотя бы на постаменте. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». Региональный оперативный штаб опроверг информацию о вспышке коронавирусной инфекции в Мигино-Кангаласском районе. Данные о 50 заболевших не подтвердились. Никаких вспышек по району не наблюдается, сказала заместитель руководителя республиканского оперштаба Ольга Балабкина. Также замруководителя сообщила, что в ближайшее время в районе оборудуют дополнительные койко-места для больных коронавирусом. Ранее в соцсетях появилась информация, что за прошлую неделю в районе зафиксировали около 100 случаев, 50 из которых выявили за минувшие выходные. Также сообщалось, что районные обсерваторы закрыли и пациентов отправили по домам. В связи с тем, что
что начался учебный процесс, да, действительно, мы находимся. И в пятницу там бригада Минздрава Республики отработала, значит, по поиску помещения иного для обсерватора, для того, чтобы общежитие, значит, железнодорожного техникума и общежитие интернат Харинской школы освободить от этих помещений. Сейчас мы, значит, в пределах, как и обычно, оперативно это делаем, 1-2 дней решил вопрос, и обсерватор, и, соответственно, значит, койки инфекционно-дополнительные в Мегино-Кангаласском районе будут развернуты. Никаких вспышек по Мегино-Кангаласскому району не наблюдается. Более 100 якутян участвуют в чемпионате «Молодые профессионалы-2020». Основным отличием этого года является то, что из-за ограничительных мероприятий впервые соревнования проходят в очно-дистанционном формате. За работой одного из участников, Дениса Федяева, следит наш корреспондент. Буквально через час Денис представит регион в компетенции администрирования отеля. Давайте понаблюдаем, как это происходит вместе с Ульяной Шагиной. Ульяна, тебе слово. Василий, добрый день. За моей спиной здесь находится дверь, здесь номер. Но на самом деле это не номер отеля, это техникум, в котором мы сейчас находимся. И буквально через час, даже меньше, здесь, в этом здании, начнется второй день национального чемпионата WorldSkills. Компетенция, в котором будет принимать участие единственный профессионал в своем деле, который будет представлять республику и свой техникум. Это Даниил Федяев, его компетенция называется администрирование отеля. Даниил сейчас находится рядом со мной за баркой, за стойкой ресепшн. И буквально через час он здесь будет показывать перед жюри все свои навыки, все свои умения, которые он за 3 года получил в своем учебном заведении. Народу здесь мало, передо мной здесь только Даниил, участник, и его преподаватель, который в течение 2 лет его готовит. Ну и, конечно же, камера, именно здесь за ним будут следить жюри со всей страны. Отметим, что в этой компетенции администрирования отеля в этом году участвуют 40 человек со всей страны, это 39 субъектов Российской Федерации. Даниил, добрый день. Добрый день, Ульяна. Отмечу, что Даниил является студентом 3-го курса, осваивает он поварское дело, но тем не менее он уже 2-й год является участником в компетенции администрирования отелем. Да? Даниил, расскажи, пожалуйста, чем тебе интересен в целом, интересно вот это вот направление? Ну, интересно, конечно же, своей необычностью, так как я обычно все свое время учился на повара, решил попробовать себя в чем-то новом, и данная компетенция очень сильно меня привлекла. Здесь надо знать язык делового общения, конечно же, и одно из самых главных, что должен знать администратор наших дней, это английский язык. Без него сейчас никуда. Ну, отмечу, что это импровизированная такая вот стойка, за которой Даниил сегодня будет показывать все свои умения. Здесь не настоящие деньги, не настоящий паспорт, да? То есть для чего все это, для кого и что ты должен показать? Представленные здесь деньги, паспорта являются реквизитом, так как мы сейчас занимаемся дистанционно, и чемпионат проходит дистанционно, приходится использовать вот такой реквизит. Здесь предоставлены паспорта разных стран, России, Америки и также миграционные карты. Они предназначены для того, чтобы выполнять с ними процедуры копирования и многое другое. Ну, отмечу, что ответственность на самом деле колоссальная, потому что от того, как Даниил встретит гостей, от того, как он их разместит по номерам, конечно же, складывается первое впечатление об отеле, в котором с минуты на минуту должен остановиться гость. Отмечу, что кроме практического задания, Даниил еще и будет за этим столом выполнять теоретическое. Здесь главным условием является 100% знание, ну, может быть, даже и не 100%, но очень хорошее владение английским языком. Ну а рядом со мной мы сейчас подходим к бессменному руководителю Даниила, к Анатолию Ивановичу Горопаеву. Да. Он является не только преподавателем, но и тем человеком, который 2-й год готовит Даниила к участию в этом конкурсе. Отмечу, что Даниил в прошлом году в республиканских конкурсах занимал как 2-е место, так и 1-е место. И, конечно же, сейчас
имеет возможность принять участие уже в чемпионате. Добрый день, Анатолий. Добрый день, Ульяна. Ну, расскажите, пожалуйста, чем сегодня Даниил будет заниматься, что именно, какие умения он должен сегодня показать? Ну, в первую очередь он должен показать свою коммуникативность, свой опыт работы, как он будет встречать и провожать гостей, как он будет помогать в экстраординарных ситуациях. Это немаловажный факт, с которым он будет справляться. Какие будут сегодня представлены задания? К сожалению, мы не знаем, поскольку у нас полное тайное задание. На протяжении всех 3 дней, начиная со вчерашнего дня, он выполняет как задания на стойке, так и письменные задания в импровизированном бэк-офисе. Вот. Что будет на английском, что будет на русском языке, мы также ничего не знаем. Все происходит молниеносно в момент, когда начинается выполнение заданий. В этот момент находится только Даниил на площадке под наблюдением 3 камер, которые есть здесь. Ну, а насколько сложно вообще готовить ребят, учитывая то, что в республике у нас нет таких вот крутых отелей, отвечающих всем требованиям этого конкурса? Вы знаете, сложности есть всегда, но мы преодолеваем данные сложности. В этом году именно Даниил у нас попал под такую программу, что мы с техникумом привезли тренера, который нас, так скажем, прокачал, натренировал, после чего мы приняли вне зачета участие в другом чемпионате во Владимирской области. Это все послужило тренировкам для нашего участника. Он уже как бы более владеет всей ситуацией под собой, все он видит, чувствует и понимает. Соответственно, я думаю, что в скором будущем в городе Якутске появятся большие, хорошие отели, в которых мы тоже сможем стажировать, практиковать наших ребят и именно по стандартам WorldSkills. Большое спасибо. Но я отмечу, что кроме Данила здесь участвуют и юниоры. Самый младший возраст, который представлен, это 11 и 12 лет. Ну а победители национального чемпионата имеют возможность, конечно же, попасть в сборную страны WorldSkills. Ну а мы, конечно же, пожелаем Данилу удачи и победы в этом конкурсе. Василий, у меня все. С работой участника чемпионата «Молодые профессионалы» нас ознакомила Ульяна Шагина. Ульяна, спасибо. Мы двигаемся далее. Айсан Николаев провел встречу с главой Жиганского района. Алексей Мандаров рассказал, что эпидобстановка в районе остается стабильной. Также сообщил, что в следующем году в Жиганском районе ожидается ввод сразу нескольких объектов социальной инфраструктуры. Это здание школы-сада, дома культуры, 49-квартирного жилого дома для переселенцев из ветхого и аварийного жилья. Также стороны обсудили планы по строительству квартальной котельной в селе Бестях и работы по реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Жиганск. Коллектив Сахатеатра имени Аюнского с сегодняшнего дня начинает подготовку к 115-му театральному сезону. Также в этот день представили нового директора Петра Макарова, артиста 5-го поколения щепкинцев. Он заменил Анатолия Николаева, заслуженного артиста России, который проработал директором учреждения 22 года. Сам театр встретит сезон в обновленном виде. В этом году здание капитально отремонтировали, новый вид приобрели фойе и репетиционные залы, заменили двери и кабинеты вахты. Частично заменили покрытие фасада. Полностью ремонт завершится 15 сентября. Известно сейчас, что 17 октября по традиции мы открываем сезон, но открываем нашим народным артистам, бывшим директором Сахатеатра, мы посвящаем ему вечер его ролями. Вот так откроемся, а потом уже в результате художественного совета мы наметили несколько спектаклей, которые мы озвучим позже. А к этому часу вся информация. До встречи в следующем.